что пришли подтримать сегодняшнего лауреата премии за свободу думки ім'я Василя Быкова. Звичайно, коли лауреата визначають, то тримається у таємниці перед тим, як вручаться. А тут уже всі ведають, тому що вручення мало бути 19 червня этой премии, але подрали вон отсутничал в Украине. И мы вот в 8 починается, добрый час, собирать плены. Мы решили провести локальную такую, может не такую урочистую, как там у Бичках и на таким месте, где народился Быков, але вельми сябровскую такую встречу, как просто подякувати человеку за то, что он есть, за его творчесть. И я перед тем, как передам слово выступовцам, які мають право больше говорить за меня, потому что мы организаторы. А есть люди, які визначають лёс этой премии, я хочу сказать, что премія народилася у виніку того, що двойчі на протягу короткого часу, у 2004-2006, білоруси отримували високу премію Європейського парламенту, так само за свободу думки, ім'я Сахарова. Ну и народилась у нас у руху такая идея, что было важно, эта премия вручається не конкретним особам, а вручається людям, які працюють на свободу країни, які вимацовують незалежність Білорусі. І як вона мала протяг тут, так і вона народжалася. Перша премія була вручена у 2008 році. Тоді було одразу три, ми вирішили, що буде три лауреати, тому що перші зачекалися і буде три. Ось, це був Владимир Орлов, це був Григор Бородулін і Павел Северинець. Всі будуть відомі. Як ми їх визначали, ми тоді опитали амаль півсотні людей, вельми відомих на Білорусі, і серед вас некоторые удельничали в этом, и пытались от кого бы вызначили. Тих людей, что дают белорусам сапраўдный дух борьбы за годность свою, за свободу краины, и кто своей творчестью и деятельностью посприял тому, как Беларусь была европейской. И тогда вызначились вот эти три особы, при этом они набрали амаль одноликовую колькость голосов, и так амаль единодушно прошли, хотя заслуженных людей вельми много. На доступный год уже вызначали сами лауреаты. Так часто бывает у некоторых премиях, что сами лауреаты начинают вызначать наступных. Можно сказать, что плановость певна. Нет, просто люди, яких визначили іншие, они призначают. Отримав Олесь Пушкин, так само человек вельми заслужений для сьогоднішньої Білорусі і для нашого демократичного руху. Ось, наступний год это был Владимир Некляев. На жаль, сьогодні не змог прийти, тільки що позвонив, мені все так само долучиться. І потім була Ада Райчок. І у гэтым годзе, калі вызначалі премію, атрымалася так, што две кандидатуры йшли роўна. І просто цяжка было вызначыць, хто. Притом были люди розных пакаленняў. Был Олесь Белокос. Человек для меня это просто такая выбітная особа. Я сам становился белорусом, калі ездил до Белокоза у Ягона Ягудевича в гэты музей і асабліва слухаў гэтага чалавека. Ну, цяжка знайсці особу, якая столькі паспрыяла для адраджэння ў тыя часы яшчэ камуністычныя. І другим чалавекам быў вызначаны тымі, што раней атрымлівалі лаўрэатамі преміі, Левон Войс. Ну, про Левона-то я увогуле, ну, я не ведаю, как можно не любить гэтага человека, как можно не ценить ягоны талент. Вот, он счастливый, я думаю, тем, что, знаете, о кожным з нас по-розному могут сказать. Мы подобаемся, не подобаемся. Я ніводнага ніколі кепскага слова не почув, але гэта не подстава для прэміі, что кепска не кажется. Подстава тое, что человек сапраўды своей творчестью сприяе тому, чтобы белорусов было больше, как Беларусь была белорусской, и как люди имели вот этот наш белорусский дух, який не переможный.